Бейки Кафта, Колманили. Я вас категорически приветствую, наши замечательные зрители саранских пабликов, в частности паблика «Доска позора». Я сегодня решил все-таки часть времени уделить подготовке давно мной обещанной статьи по теме бюджетного и административного права. И решил проверить, а какая у нас вообще информация доступна гражданам нашей республики относительно финансовых взаимоотношений, в частности формирования бюджета Республики Мордовия. Все-таки вопрос не праздный, вопрос интересный. Почему? Потому что от республиканского бюджета зависит очень много. И тут обнаружил очень интересную вещь. Значит, оказывается, я вам сейчас покажу, у нас есть потрясающий сайт Министерства финансов Республики Мордовия, где специально для граждан в разделе «Бюджет» можно найти, давайте я вам еще раз покажу, нажимаем «Бюджет», у нас такая есть вещь, как республиканский бюджет. Нажимаем «Республиканский бюджет», вкладочку, попадаем, значит, на нормативно-правовые акты, можем, соответственно, открыть сведения о бюджете за 2020 год. Но меня больше заинтересовал другой момент. Сейчас я хочу его вам найти. Значит, более конкретно. Есть такое понятие, как здесь у них просто... вот, бюджет для граждан. Вот, вкладка «Бюджет для граждан». Значит, открываем 2020 год. Значит, и бюджет для граждан к проекту закона Республики Мордовия. Стоп! Сделаем по-другому. Давайте, это я уже просмотрел, значит, бюджет за 2020 год. Давайте вместе с вами сейчас просмотрим бюджет за 2021. Открываем. Просто я хочу проверить, изменилось ли что-то или нет. Так, скачаем этот файл. Еще раз напомню, это сайт Министерства финансов Республики Мордовия. Бюджет для граждан к закону 2021 года. Откроем его. Загрузим этот файлик. Достаточно емкий. 3 мегабайта. Откроем. И посмотрим, что нам поясняют специалисты Министерства финансов Республики Мордовия по поводу бюджета. Итак, что у нас? Так, это старенький файл. Пока закроем. Вот он, бюджет для граждан к закону 2021 года. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что у нас есть. Так, обращение Тюркина, министра финансов. Значит, что тут? Ну, это понятно. Листаем. Основные социально-экономические показатели. Итак, традиционная схема административно-территориального деления. Значит, констатируется оценка численности постоянного населения. По состоянию на 1 января 2020 года 790 тысяч. Они пишут. Если вы откроете предыдущий отчет, то там будет цифра другая, 795. Если вы мне не верите, давайте мы это, что называется, перепроверим. Не поленимся. Так, это у нас, вот он, проект 2020 года. Сравним просто эти два отчета, так и быть. Между собой. Так, это у нас еще обращение Симонова, это вот на 2020 год. Сравниваем. 795 тысяч, то есть на 6 тысяч человек утверждают за год численность просела. Ну да ладно. Так, основные показатели. Ну тут все хорошо. Прогнозируется рост. Значит, и даже численность населения вроде как. Ну, люди прекрасно понимают, что она падает. Сравним с предыдущим 2020 годом.
Значит, численность населения была более оптимистичной, обратите внимание. Значит, 799 тысяч, 94, 92, хотя тоже сейчас еще более пессимистичный прогноз. Численность населения будет снижаться. Так, индексы потребительских цен, доля безработных, объемы выполненных работ, значит, все обещают, цены обещают, как обычно, расти. Тут, понятное дело, оптимизм, значит, в плане того, что будут расти цены, он понятен, вне всяких сомнений. Вот, что касается позиций в рейтинге открытости субъектов, значит, в отчете этого нет, в отчете по бюджету для граждан. Надо искать на сайтах Министерства финансов уже Российской Федерации. Вот. Можем, конечно, перейти, но пока не будем. Сейчас все это долго будет грузиться. Давайте смотреть бюджетный процесс. Вот он какой замечательный, да? Здесь информации нету, может быть здесь. Вот, на следующую страницу перенесли, хорошо. Значит, утверждение отчета об исполнении бюджета у нас планируется где-то примерно на июнь месяц. То есть спустя полгода, пока весь этот бюрократический механизм пройдет заключение. И так, ну, понятно. Так, значит, тут говорят о прогнозах, о государственных программах. Здесь тоже понятно. Значит, направление бюджетной политики, значит, устойчивость, сбалансированность. Между прочим, по рейтингу Министерства финансов наша республика в плане управления бюджетом занимает очень низкую позицию. Очень и очень низкую. Так, разделы. Тут описание разделов пошло. Исполнение консолидированных бюджетов. И то же самое. Практически, что и в прошлый раз в предыдущем отчете за 2020 год. Вообще никакой информации. Вы посмотрите. Вообще никакой информации. Молодцы. Значит, это вот так они, значит, нам объясняют. Доступно и понятно, значит, о том, что из себя представляет республиканский бюджет. Знать они хотят, на что деньги тратятся. Граждане. Это я за 2020 год смотрю, а вот за 2021, соответственно, 21 плановые значения. Ноль информации вообще, ну а издеваются. Вот только информация по дефициту, профициту, вот, которая, наверное, в большей степени интересна специалистам, чтобы разобраться максимально. Ну вот государственный долг. Структура государственного долга. Ноль информации. Они для кого на самом деле составляли этот отчет? Для граждан? Тогда почему вы ничего гражданам, собственно говоря, не сообщаете? То есть для чего вообще это сделано? То есть, знаете, мои уважаемые, что это мне напоминает? Вот это безобразие. Вот это безобразие мне напоминает, как иногда недобросовестные юристы поступают по отношению к своим коллегам. То есть вместо того, чтобы заранее направить отзыв, например, на исковое заявление, отправляет пустой конверт. То есть конверт без каких бумаг, иногда, не поленятся, там чисто лист бумаги разместят и скажут: а мы известили, уважаемый суд, это они там сами, просто издеваются. Вот то же самое мы сейчас с вами видим и относительно вот этих характеристик вот этого отчета для граждан. Я думаю, что все-таки имеет смысл задать вопрос, отправим мы, я думаю, я поговорю с администраторами паблика, и мы от паблика направим этот запрос в Министерство финансов Республики Мордовия, почему нет информации в части, например, структуры долга, республиканского бюджета, и так далее. И вот они нам говорят, значит, вот как мы будем строить республиканский онкологический центр, хирургический корпус, школы будем строить. Причем ничего не поменялось. Это у нас за 2021 год. Это я вам точно говорю, ничего не поменялось. Можете сравнить с отчетом за 2020 год. То есть фактически взяли и скопировали отчет прошлого года. Тоже обещает построить, хирургический, онкологический, еще одну школу, здесь вот этажность. Вот предыдущая школа, четырехэтажное здание. Это у нас школа какого района? Тавлинская набережная.
То есть они ее будут строить по-прежнему, да? Ну, понятно. Значит, строим, наконец-то построим. Программный бюджет. Так, здесь, я думаю, без изменений. Доля доходов. Ну, вот смотрите. Опять пустой лист практически. Доходы. Крупнейший налогоплательщик, но эта информация есть. Sun and Beef, знаете, да, пиво, акцизы на самом деле формируют значительную часть нашего республиканского бюджета. Это факт. И я вам, соответственно, подтверждение тому найду. Я скачал приложение к доходам республиканского бюджета за 9 месяцев 2020 года. Это самое последнее, что есть на сайте. И если мы с вами откроем, значит, какая сумма акцизов, то это значительная, реально значительная часть бюджета. В частности, было утверждено, значит, 2 миллиарда 640 миллионов, исполнено на чуть больше 1,5 миллиарда. Но это по состоянию на 2020 год. Отчет по бюджету за прошлый год, он еще не сформирован. Но мы с вами смотрели стадии бюджетного процесса. Большая сумма, значительная. Поэтому то, что Sun and Beef это бюджетообразующий субъект, это понятно. Helio Resource, это, кстати, новинка, я бы сказал, в прошлом году, то есть в отчете для граждан по бюджету за 2020 год Helio Resource не упоминался. Сейчас мы с вами перейдем. Вот он. То есть тут был Sun and Beef, Газпром, а Helio Resource не упоминался. Кстати, давайте-ка мы найдем, что это за фирма такая. Раз ее указывают сразу же второе место среди всех источников, значит, доходной части. Вот он. Helio Resource, реквизиты, контактные данные в Руспрофайле. Можем с вами посмотреть. Уставный капитал, смотрите, достаточно большая сумма. Дата регистрации как раз 839 миллионов, почти миллиард. Производство диодов, транзисторов, полупроводниковых приборов. Слушайте, Петров Александр Олегович, директор, 274 сотрудника. Вы представляете? 274 сотрудника в фирме с уставным капиталом почти под миллиард рублей. Они становятся, ну, по крайней мере, в бюджете на этот год, они указаны в числе самых, ну, важных для нашего республиканского бюджета. Второе место после Sun and Beef. И даже Русхимаш, ну, это понятно, да? То есть классические наполнители нашего бюджета. Доходная часть – 0 информации. Структура налоговых доходов – 0 информации. Неналоговых доходов – 0 информации. Про льготы, ну, это понятно. Льготы налоговые будут отменять, сами понимаете, потому что бюджет наш перекредитован за реальный долг, соответственно, хотя здесь указания есть, но, значит, сами видите, то есть 0,00, мы вам ничего, никому никаких налоговых льгот, ну, там есть, конечно, для некоторых резидентов технопарка. Расходы республиканского бюджета, что нас интересует. Группировка расходов, то есть вот это полезная штука для студентов, то есть что такое код бюджетной классификации. Меня, кстати, всегда интересовали эти цифры. 17-20 знаков. Это полезно для человека, который изучает. Функциональная структура, ну, кстати, информация есть по структурам расходов. Смотрите. А в прошлом году, в прошлом отчете бюджет для граждан за 2020 год, ну, тоже не было никакой информации по структуре доходов и расходов. Льготы были. Мы их видим. Мотаем. Значит, это тоже льготы. Расходная часть. КБК это тоже мы с вами видели. Вот, да, информация, значит, о том, по какой программе, значит, на что, чего тратится. Так. Хорошо. Это хорошо. Общегосударственные вопросы. Никакой информации по программам. Вообще, то есть, никаких сведений, ничего описания, никакого описания. Смысл писать это в отчете, если вы об этом не пишете. Заголовки одни оставили. По-моему, это издевательство над нами.
Они, наверное, вообще не ожидали, что кто-то зайдет на сайт Республиканского министерства финансов и заинтересуется, а что, собственно говоря, из себя представляет бюджет нашей республики. Он такой же пустой, как и этот отчет, который они нам показывают. Значит, физической культуры и спорт, мы все развиваем, средства массовой информации ноль вам и тому подобное, все вам по нулям. Условно утвержденные, значит, программная структура расходов, тоже никакой инфo. Нет, вот есть она просто на предыдущую страницу, перенесена, так что мы можем с вами посмотреть программы, которые есть в Республике Мордовия. Меня интересует, в силу того, что я юрист, вот эти, юстиция, профилактика правонарушений. То есть выделяют, как это вообще, это не считаю, это по годам, миллионов рублей, соответственно. С какого года? С 19-го начинается. С 19-го. Итак, у нас юстиция, значит, с 19-го 100, слушайте, в миллионах рублей это неплохо. Но меня вот больше радует это, противодействие коррупции в Республике Мордовия. Значит, по 2 миллиона они тратят на противодействие Республике Мордовия. Кстати, здесь есть описание программы в этом отчете. Мы можем с вами посмотреть. Значит, конечно же, здравоохранение. То есть, давайте посмотрим. Программа здравоохранения, значит, по предыдущей. Вернемся к программной структуре. Вот она. Выделяет самые большие деньги. То есть, это в миллионах рублей. Это получается 7 миллиардов в 2019 году. С 12 миллиардами в 2020 году и постепенное снижение, и прям катастрофическое снижение расходов на эту программу в 2022-2023. Посмотрим. Что называется, дожить еще надо. То есть значительные суммы идут на программу здравоохранения. Итак, мы с вами видим, какие показатели. То есть ожидаем продолжительность жизни при рождении, снижение смертности мужчин и женщин, соответственно, материнской смертности и так далее, и прочих смертностей, в том числе и от онкологии. Значит, вот такие вот показатели. Значит, на самом деле их достаточно, на мой взгляд, нам, вот гражданам, сложно проверить, кроме как опираться на сведения государственной статистической отчетности. Ладно, так и быть, поверим, что вы эту программу реализуете надлежащим образом. Так, перейдем к моим любимым юридическим программам. Хотя вы скажете: Сергей Геннадьевич, давай подробнее удели внимание программам социальной поддержки и так далее. Твои юристы никуда не денутся, но тем не менее. Тем не менее, так, мотаем. Значит, цифровая трансформация. Это, значит, коллеги, которые все переживают за цифровую экономику, им будет интересно. Вот, юстиция. Короче, повышение качества правосудия. Как были показатели, так и не поменялись. То бишь, общий индекс был... Качество правосудия измеряется в количестве помещений, которые занимает один мировой судья. Я не знаю, как вам это характеризовать. Вот это мероприятие. Такое, какое есть. Вот так у нас понимают наши чиновники заботу о повышении юридической защищенности граждан в количестве мест, которые занимает, площади, которые занимает один мировой судья. Зданий судебных, да, и охраны, конечно же. Сколько, значит, технических средств охраны предусмотрено для судей. Молодцы. Значит, молодцы. По противодействию наркотикам. Значит, я тоже вижу вот эти целевые показатели, я их качественно, характеристики вообще не понимаю. Что значит вовлеченные профилактические мероприятия? То есть, что, провели, я не знаю, вечеринку без наркотиков и алкоголя, да? Это так понимать? То есть, чем больше, значит, вечеринок без наркотиков, тем лучше? Не знаю. Так, программа «Доступная среда». Жаль, помер, значит, инвалид Соломатин. Он бы, конечно, объяснил бы, я думаю, нашим чиновникам, насколько среда доступна. Вот это меня больше всего радовало. Программа противодействия коррупции. То есть снижение уровня коррупции путем устранения причин ее возникновения, путем повышения эффективности координации. Смотрите, сколько умных слов. А результат в чем, значит, полнота целевого освоения средств.
То есть, чем больше денег потратим, тем эффективнее поборем коррупцию. Хороший индекс. Что я могу сказать? Вот, просто потрясающие. Тренинги, семинары, короче, и прочие, значит, кофе-брейки. Все это, безусловно, помогает бороться с коррупцией. И будем, значит, освещать в средствах массовой информации, как мы боремся в Мордовии с коррупцией. И это, безусловно, коррупцию заборет. Вот это все. Выпуски телепередач 24. Кстати, надо посмотреть, кто-нибудь хоть раз видел выпуски коррупции? Точнее, выпуски антикоррупционных передач в Республике Мордовия. Я не помню ни одной, вообще ни одной. Значит, дальше. Конкурсы среди учащихся. О том, как ученики будут бороться с коррупцией и обещают, видимо, студенты обещают, значит, не подмазывать преподавателя, чтобы успешно сдать тот или иной зачет или экзамен. Значит, снижение уровня коррупции. Вот я не понимаю, почему в борьбу с, с коррупцией и в антикоррупционные программы включают врачей, специалистов. То есть для чего это? Значит, специализированная помощь, это тоже в антикоррупционные программы включается. Я не понимаю. Но тем не менее. Значит, тут описание программ, это все понятно, пропустим. Вот, структура расходов, политов расходов. Тоже идут красивые тут заголовки, как и в прошлом году, и 0, больше ничего нет. Общественная поддержка, значит, грантовая поддержка, вот вам. Мы обозначили заголовок, а в чем поддержка, вообще непонятно. Публичные слушания вообще пустая страница, как и в прошлом отчете. Зато обещают, кстати, обращаем внимание наших уважаемых зрителей, если им интересно принять участие в конкурсе по открытым государственным финансовым данным. Я, правда, не знаю, какие данные можно извлечь из того, что они вообще ничего не публикуют, вот наша республиканская. Не то, что совсем ничего, но когда большая часть отчета пустые страницы, отчета для граждан, да, это, конечно, вызывает вопросы. Вот, приглашают IT-компании и специалистов. Вот, в частности, предлагают посмотреть на сайте конкурса Бюджет Апс. Он вообще работает, этот сайт? Давайте проверим, работает ли он. Итак, открываем и смотрим. Что-то есть, слушайте, что-то шевелится. Ежегодный конкурс на открытые государственные финансовые данные. Ну, как интересно. Первый заместитель министра финансов о ежегодном проведении. Слушайте, значит, 600 участников, 30 в виде телеграм-ботов, инфографики, веб-порталов и аналитических исследований. Ну, пожалуй, это очень интересная такая идея, принять участие в этом конкурсе. Мы, наверное, я поговорю с ребятами паблика, ну, может быть, саранских пабликов, значит, почему нет, попробовать принять участие, 2020 год, принять участие в подобной программе. Государственные информационные ресурсы, где можно получить информацию о республиканском бюджете, о республике Мордовия, контактные данные. Значит, воспользуемся ими обязательно. Все-таки есть вопросы по данному отчету о бюджете для граждан к закону 2021 года, и я думаю, имеет смысл пообщаться с нашими чиновниками. Спасибо вам за просмотр. Если вам было интересно, я очень рад. Если вам было неинтересно, я надеюсь, что вы не поставите много дизлайков, но, по крайней мере, я рассчитываю на ваши конструктивные комментарии к этому видео в нашей публикации. С Днем Защитника Отечества, конечно. Крепкого здоровья вам, вашим близким, благополучия. Не забывайте читать хорошую, не только художественную литературу. Берегите себя, не забывайте заниматься киберспортом. Где тут кнопка?